Северная Осетия, Алания. 7987 квадратных километров. 678 тысяч населения. Более 1,5 миллиона туристов в год. Но я пошел дальше. Я переехал сюда и теперь готов исследовать каждый уголок Северной Осетии. Всем привет, меня зовут Евгений Казанов, я профессиональный турист и телеведущий. Проехал более 15 тысяч километров. Посетил сотни музеев, попробовал тысячи блюд. В каждом выпуске я путешествую по Осетии вместе с теми, кто знает ее лучше всех, местными жителями. Наша цель – исследовать республику. 28 тонн, не поверите, поднимали на вертолете. Познать вековую культуру. Я бы съел запах просто. И составить свой путеводитель ярких эмоций. Вы посмотрите, что там за виды! Ирон и я, когда простое путешествие начинается с вопроса: а что, если остаться? Евгений, привет. Подскажи, что ты тут делаешь? Я вот так решил познать Осетию. На самом деле, вот тут очень много всего интересного можно найти. Вот смотри, например, продается дом в Феогдоне. Обращайтесь тогда, когда достроят. Осетинские пироги на вынос. Лучше, чем на тюрьме. Непонятно? А вот это точно для меня. Научим танцевать за 10 минут. Экспресс-курс по танцам. Женя, где ты видел, что можно научиться за 10 минут танцевать? Это невозможно. Вот здесь и видел. Сейчас все нормально, сейчас мы позвоним. Добрый день, меня зовут Диана, вы позвонили в хореографическую студию экспресс-курса по танцам. Диана, здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, это у вас можно научиться танцевать за 10 минут? Да, все верно. Для записи на экспресс-курс вам нужно зарегистрироваться. Сейчас на ваш телефон придет смс с 4-значным кодом. Продиктуйте его, пожалуйста. Ага, хорошо. Женя, это мошенники. Диана, диктую 4, 3, 2, 1. Для оплаты курса продиктуйте 3 цифры на обороте карты. О, брат, это жулики. Ага, 3 цифры, хорошо. Женя, ничего не говори. 3, 6, 0. Аслан, у меня, по-моему, деньги списались. Кажись, точно мошенники. Я тебе говорил, что нельзя научиться танцевать так быстро. Ведь осетинские танцы – это огромная культура. Люди десятки лет обучаются и то не могут ее постичь. И как мне дальше быть? Что дальше делать? Нужно постепенно и начинать с азов. Тогда будем начинать с азов. Итак, дорогие друзья, всем добрый день, и с вами вновь Евгений Казанов, и это передача «Ирон и я», где мы с вами путешествуем по всем интересным местам Осетии. Ну что, вы готовы? Тогда анчадыстан! Чтобы сохранить яркие впечатления от моего путешествия, я снова взял с собой мой дневник и фотоаппарат. Теперь самые лучшие кадры от меня точно не уйдут. Я долго думал, с чего же мне начать познавать танцевальную культуру Осетии, и мне подсказали, что совсем скоро будет во Владикавказе проходить Кашт. Поэтому я решил туда отправиться и лично своими глазами посмотреть, как же танцуют жители республики. Впервые оказавшись на Каште, я словно вошел в живую легенду. Осетинские танцы — это не просто движение, это дыхание гор, это голос предков, это свет огня, что никогда не гаснет. Когда круг замыкается, когда звучит музыка, сердца начинают биться в одном ритме. Здесь танцует не тело, здесь танцует душа.
Итак, друзья, всем добрый вечер. Вот мы наконец-таки приехали на тот самый знаменитый осетинский кашт. Надеюсь, я правильно сказал. Ты просто покажи всем обязательно, какое здесь большое количество человек. Просто вот посмотрите, посмотрите туда. Просто людей, весь парк заполнен. Там танцуют, но мы попробуем пробиться туда и показать вам самые лучшие танцы, которые танцуют здесь. Поехали. Штырбужник чи даритер абонер басыди, чи даритер шакка котасы мазалмер басавын. Жарьягавен менасык орде жагам штырбужник. Арсен, что они сейчас поют? Они сейчас поют, это песня «Молитва покровителю мужчин» Ваштарджи. Эта песня сейчас исполняется, наверное, очень много людей, как вы знаете, из Осетии каждый день в дороге. Очень много сейчас на специальной военной операции. И эта песня «Молитва покровителю мужчин», чтобы все они вернулись домой. И как они красиво уехали отсюда, что их все ждут, чтобы они точно так же домой вернулись. Я увидел, как молодежь Осетии становится единым целым, и в этом единстве рождается сила, чистая и настоящая. На каште каждый человек – часть большого круга. Здесь нет случайных зрителей, здесь каждый участник. Люди приходят сюда не только ради танца, но ради встречи, ради чувства, что ты дома среди своих. И я понял, в этих танцах сама Осетия. Ее гордость, ее красота, ее вечное стремление быть вместе. Итак, вот сейчас проходит самый большой, самый массовый танец щим. Из-за того, что людей очень много, а вот уже, кстати, начали солировать и строить рисунок. Покажи вот на Арсена. Арсен специально сейчас всеми командует, чтобы и место было всем для танца, для маневра, так сказать. Ну и чтобы зрители поддерживали танцующих. Я понял, что самостоятельно постичь глубину осетинской танцевальной культуры невозможно, и поэтому попросил Арсена Гурциева провести меня сквозь все ее тайны. Я увидел, как Арсен с большим трепетом отдается своему делу, и с уверенностью могу сказать, что он тот, кто мне нужен. Арсен, добрый день. Добрый день, Евгений. Во-первых, хочу поблагодарить за то, что согласился быть тем самым проводником в мир танцев. Я в детстве, когда танцевали кавказские танцы, я все время себе говорил, я буду вот танцевать, как они. Ну и сейчас моя мечта немножко стала на шаг вперед. Я переехал как раз на Кавказ. И у меня вот такой вопрос. А какими качествами должен обладать человек, чтобы начать заниматься кавказскими танцами? Смотря о каком уровне профессиональной подготовки мы говорим, если это сценическая... Можно сказать, даже начальная. Вот, начальная. Для того, чтобы начать, нужно всего лишь желание. И все. И твои конкретные цели. Для чего ты хочешь. Для себя танцевать. Или хочешь, например, на каште выйти. Может быть, потом хочешь на сцену выйти. Это тоже, конечно, имеет значение. Наверное, в моем случае это выступить на каште, потому что вот я побывал на каште в Владикавказе, которую ты организовывал, где мы и познакомились. И я увидел, что как хорошо все танцуют. И мне кажется, что чуть бы не с пеленок, наверное, их все водят в танцевальную студию. Ну, мнение двоякое, потому что кашт — это как раз та самая площадка, где и любитель, и профессионал
становятся на один уровень. Если говорить о воспитании и умении, надо с чего-то прям начинать, с каких-то азов и, наверное, вот с каких-то азов, которые прививают именно в детстве. Вот. И, наверное же, есть какие-то детские коллективы. Да, конечно, есть и детские коллективы. Они тоже, можно сказать, делятся по уровню. Есть детские коллективы, которые тебя научат танцевать так, чтобы ты просто где-то на мероприятии, там, на свадьбе родственников станцевал, на пашке просто станцевал. А есть детские коллективы, которые являются ступенькой в твое профессиональное будущее. Ну, давай тогда посмотрим один из таких детских коллективов. Да, несомненно. Дети – это будущее народа. Они наше отражение, и все, что мы дадим детям сегодня, станет их завтрашней жизнью. Арсен, привет. Приветствую, Евгений. Так, ну рассказывай, куда ты меня позвал сегодня? Я тебя пригласил сегодня в Республиканский дворец детского творчества. А направимся мы, не побоюсь этого слова, в легендарный ансамбль народного танца «Маленький джигит». Ух ты. Это значит, здесь вот взращиваются те самые Да, здесь большие... то самое зерно закладывается здесь, которые люди потом становятся профессионалами. Ну, пройдем. Пожалуйста. Третья позиция. Потянулись. Поклон. И... Именно попав на тренировку танцевального ансамбля «Маленький джигит», я понял, здесь рождается будущее. Эти мальчики выходят на паркет не просто танцевать, их шаг как удар сердца, каждый поворот как присяга своей земле. Есть много видов спорта, индивидуальных видов спорта, а это коллектив. И ты несешь ответственность не только за себя, но и за тех людей, которые тебя обучают, за тех людей, с кем ты каждый день приходишь на репетицию. И если в спорте, например, ты можешь проиграть, и это поражение только для тебя, ты можешь сам завтра исправить свою ошибку, то в коллективе так не работает. Если ты ошибся на сцене, ты подвел весь коллектив. То есть они не скажут, что вот конкретно Арсен или конкретно Евгений ошибся, посмотрите. Ошибся весь Ансамбль «Маленький джигит». Они скажут, что вот там была ошибка. Не туда посмотрел, засмотрелся, на шаг опередил или отстал. Это испортит картину для абсолютно всего ансамбля. Поэтому в первую очередь это именно чувство ответственности такой, которое ты не только за себя берешь, а за окружающих тебя людей. Здесь из детской энергии рождается сила, здесь закаляется сталь. Именно так из мальчиков делают настоящих мужчин. И глядя на них, можно понять, что это школа мужества, школа чести, школа единства. Алан, спасибо вам большое за такую тренировку даже. Спасибо. Перед зрителем всегда ответственнее танцевать, поэтому вам спасибо. Это тоже для нас важно. А это Алан Кукаев, режиссер-хореограф, танцор, актер фильма «По небу босиком». Если к тебе постучалась любовь, будь ей предан ты до конца. Обжигает пламя огня, реки с гор устремляются вниз. А также проректор по молодежной политике и административной работе Северо-Осетинского государственного университета имени Костали Ивановича Хитагурова. Вот. И по поводу, кстати, ответственности. Что формирует танец в воспитании вот маленьких джигитов? На самом деле, вот многие же жители планеты думают, что танец это просто развлечение, да? А вот как раз-таки национальный танец это в первую очередь именно то, что формирует и делает из маленьких, допустим, мальчиков, джигитов в том числе, потому что они погружаются в характер своего народа, они его чувствуют через танец, они танцуют также с девочками, соответственно, здесь есть уважение, субординация, да, такое отношение, уважение. Потом танец, это же, в принципе, как бы такая приподнятость над действительностью, да, то есть, когда человек хочет танцевать, он немного отрывается эмоционально от земли, так скажем, да, поэтому
оторваться от земли по-осетински в данном случае, это подтянуться, да, это же хорошо. Ну да. Это, значит, с уважением, с почтением к даме, это тоже хорошо. То есть полный пакет правильного этикета, полный набор, он присутствует здесь. То есть осетинский танец – это огромный инструмент воспитания. Поэтому маленькие дети, когда идут на осетинские танцы, это они идут воспитываться манерам, поведению. И самое главное еще, плюс ко всему, дух закалять. Поэтому это и терапия, и гимнастика, и спорт, и радость, и позитив, и кардио. Тут огромный перечень. Поэтому и самое главное – воспитание. То есть он формирует характер. Арсен, ну, честно скажу, у меня мало слов, одни эмоции. Вот я увидел, не знаю, как само название «маленькие джигиты», но профессионалы действительно большие. Поэтому спасибо тебе, место очень интересное. Вот маленькие джигиты, можно сказать, это маленькие профессионалы, а большие профессионалы — это кто в Осетии, как ты считаешь? Взрослый профессиональный коллектив у нас всего лишь один, и это, конечно, государственный ансамбль народного танца «Алан». Поедем к ним? Какие проблемы? Итак, всем доброе утро. Для нас пролетела целая ночь, а для вас всего лишь несколько секунд. Итак, мы вчера разговаривали и видели маленьких профессионалов. Сегодня мы пришли к большим профессионалам. И куда ты меня привел? Как мы вчера и сказали, Женя, мы от маленьких профессионалов двигаемся к большим профессионалам. Это единственный на взрослом уровне наш профессиональный коллектив. Это визитная карточка нашего народа, лицо нашего народа, Государственный академический ансамбль народного танца «Алан». Это те, которые вообще представляют республику на танцевальных фестивалях, везде это «Алан». На профессиональном уровне это единственный коллектив, который может представлять республику. Конечно, есть очень много любительских коллективов, которые могут выезжать на различные фестивали и конкурсы, участвовать в них, но профессионалы — это единственный в своем роде. Как это понять? Ну, то, что это вот единственный на профессиональном уровне. Я, насколько знаю, ты тоже танцуешь на любительском уровне, ходишь на танцы. Вот сейчас мы зайдем на репетицию, и я думаю, ты там убедишься, насколько отличается репетиция профессионалов от репетиции любителей. Все, тогда идем на репетицию. Когда я впервые попал на репетицию академического ансамбля танца «Алан», я увидел, что танец перестает быть просто искусством. Он становится жизнью. Для этих артистов танец не роль, не профессия, это судьба. Это путь, который они выбрали навсегда. Скажи мне, как танцор, для меня лично очень тяжело понять, что они, первое, без остановки, без каких-то комментариев, они уже знают свой вот этот ход, репетицию, процесс тренировку. Репетиции, да. И знаешь, мне немножко непонятно, сколько что надо иметь сил, чтобы вот так, без остановки, целый час. И это только первое начало тренировки. То есть тренировка несколько часов. Конечно, вопреки некоторым мнениям, это очень тяжелый и кропотливый труд. Я думаю, вы сейчас в этом сами убедились. Чтобы достигать того исполнительского мастерства, которое мы по итогу видим на сцене, той легкости, которую мы видим на сцене, нужно ежедневно трудиться в зале. И знаешь, Женя, я на очень много видов спорта походил в своей жизни. Я честно, искренне заявляю, тяжелее, чем национальные танцы, тяжелее, чем находиться в ансамбле. Не было ничего. Что физическим трудом, что, можно сказать, и умственным. В зале, где все тренируются, я увидел не просто танцоров. Я увидел людей, для которых каждый выход на сцену – это честь. И понял, «Алан» – это больше, чем ансамбль. Это лицо Осетии, ее голос, ее гордая поступь на мировой сцене. Какую основную идею ансамбль «Алан» стремится передать своим зрителям? Несмотря где они выступают, на родине или где-то вот на выезде? Зачастую
комментарии после концертов, если мы где-то в России, естественно, они по стандарту идут, что это характер, это характер не только мальчика, естественно, конечно, это женский характер, что это далеко друг от друга. Конечно же, у нас народный коллектив, и в силу нашего народа это какой-то барьер должен быть между женщиной и мужчиной. А основная идея, я думаю, это все-таки не забывать то, что у тебя было, не у тебя было, у молодежи, что было в прошлом. Конечно же, сейчас не каждый молодой человек понимает, что с женщиной нужно по-другому обращаться, со старшими нужно обходиться очень уважительно и, конечно же, к работе. Можно сказать, что вы таким образом воспитываете вашего зрителя? Да, конечно, конечно. Через призму танца. Зритель наш очень грамотный, профессиональный, и тут, в принципе, воспитывать, если мы только на гастролях. Мы объясняем, что почему именно так в этой картинке происходит. Если есть такие вопросы. В принципе, объяснять не надо, они все показывают на сцене, все понятно. Грамотный человек, любящий культуру, он поймет и без слов все, потому что наши артисты это показывают очень на высоком уровне. Очень интересно. Как смог. Спасибо большое, спасибо. Движение, грация, прям, видно, огромные профессионалы. Подскажи, а вообще как так научиться танцевать, как они? Чтобы научиться танцевать, как эти ребята, буквально нужно этому делу отдать свою жизнь. Я думаю, ты видишь, во сколько по времени они начали заниматься. Кстати, рано утром. Вот, ты знаешь, меня что удивило? Мы вчера были вечером у малышей, да. А утром здесь. Тем и отличаются профессионалы от любителей. Они рано утром приходят каждый день. Это полноценная работа. Но помимо того, что они здесь работают, они еще полной душой любят эту работу. Поэтому, естественно, они ей полностью отдаются. Я надеюсь, что меня сегодня чуть-чуть научат танцам, потому что я иду на мастер-класс. Поэтому и тебя приглашаю, пойдем вместе. С радостью. Вечерочком тогда увидимся. На каждом празднике в Осетии, свадьба это или день рождения, всегда есть танцы. Душа рвется в круг, но, к сожалению, умений нет. И моя цель проста – приехать и научиться танцевать. Но в какой-то момент наша съемка оказалась под срывом. Я увидел сообщение от Арсена с просьбой срочно перезвонить и понял, что впереди меня что-то ждет. Подожди, сейчас. Алло? Алло, Арсен, ты просил перезвонить? СМС-ка от тебя пришла. Приветствую, Женя. Извини, пожалуйста, очень сильно я извиняюсь, но у меня не получится к тебе сегодня подъехать. А что случилось? Я же говорил тебе, мы завтра организуем кашт в Южной Осетии, и мне нужно по организационным моментам очень срочно отскочить. Подожди, секундочку. Ты думаешь о том же, о чем и я? Едем в Южную Осетию. Едем в Южную Осетию. Арсен, мы едем в Южную Осетию. Это еще лучше, Женя. Я думаю, тебя сегодня научат, покажут тебе, как танцевать, и прям завтра на каште мы твои навыки и посмотрим. Все, давай, спасибо большое, тогда до завтра. Пока, на связи. Очень жаль, кстати, что Арсена сегодня не будет. На мастер-классе, поэтому придется мне сегодня одному танцевать. Поедем? Поедем. Анчадестан. Здравствуйте. Здравствуйте. Виктория. Ну что, я пришел, мы готовы?
Вы готовы? Я всегда готов. Пожалуйста. Поехали. Сегодня мы с вами танцуем танец Хонга Кафт. Мы с вами его уже изучали, пробовали танцевать. Сегодня закрепляем, некоторые моменты еще добавим, изучим. Танец Хонга Кафт – это наш национальный остинский танец. Он у нас танцуется грациозно, подняли подбородок, обязательно, все максимально плавно. Девушки плывут как лебеди, парни статные у нас, конечно же. Сегодня все это будем пробовать. Вот, поэтому начинаем нашу репетицию. Рассмотрим руки в поворотах Хонга Кафт. У нас на 4 счета. Сначала у нас тут кулаки, спина ровная. Поднимаем руки на 4 счета. 1, 2, 3, 4. Делаем поворот за 2 счета. 5, 6. Мы это сейчас отдельно рассмотрим. На 7-8 рука у нас опускается. 7, 8. Что происходит с ногами? Какая рука у нас идет наверх? Ту же ногу мы выставляем вперед. Делаем шаг, акцент правой ногой сейчас. 1, 2, 3, 4. Теперь делаем поворот. За 2 счета нам нужно сделать 2 точки. 5, 6. На 7-8 мы уже должны быть на месте. 7, 8. Совмещаем с руками. Девушки, готовы? Руки поставили. Встаем на носочки. Правая нога вперед. Кулаки, спина. Поехали. И 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Уже опустили. И левая. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Опустили. С руками готовы? И 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. А с какой руки? С левой. С левой рука, правая нога. На нее смотри. Спина. Повороты. И 1, 2, 3, 4. 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2. На нее смотришь. Боковой готовы? Нет, не готов. И 1, 2, 3, 4. Другую руку. 7. На меня смотри. 1, 2, 3, 4. Мы идем туда. В разные стороны вы должны его делать. Ты туда должен был пойти, она туда, а потом ты обратно, она туда. Готовы? Боковой еще раз. Да. И 1, 2, 3, 4. На нее смотри. 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Еще раз. 1, 2, 3, 4. Остановись. 5, 6, 7, 8. Поворот. И разошлись. Еще надо? Давай, импровизируй. Кулак держи крепко.
Другой ногой. Другая нога. Виктория, во-первых, хочу поблагодарить за тренировку. Все Всегда, было пожалуйста. прекрасно, все было Всегда, пожалуйста. профессионально. И я, во-первых, заметил педагогический уровень. Прям все досконально, все объясняли, все хорошо. Даже скажу, что-то сложное стало простым. Стараемся. И мне кажется, что сюда может прийти просто человек, полностью не умеющий танцевать, и научиться. Это так? Конечно, у нас очень много людей, которые пришли сюда абсолютно не танцующими, которые никогда в жизни не танцевали, но всегда этого хотели. Пришли, и буквально 2 месяца, и они выходят отсюда уже начинающими танцорами. А есть какие-то победы у этих начинающих танцоров? Награды, победы, какие-то фестивали? Конечно. Это зависит уже от желания нашего танцора. Если он хочет продолжать с нами работать, мы занимаемся, мы отрабатываем все, танцы, участвуем в разных конкурсах. У нас очень много наград. Все, спасибо большое, спасибо за беседу, спасибо за тренировку. Я уверен, завтра в Южной Осетии я покажу все, что я здесь научился, чему я здесь научился. Ну а мы поехали. Я как путешественник люблю познавать что-то новое. И Южная Осетия для меня стала следующей страницей в моей истории. Что же меня там ждет? А это настоящая загадка. Но есть ощущение, что эту поездку я запомню надолго. Iratta khokh zawarta makuvens kaksete bontek savi mazurens jorgo bamana kashens Iratta khokh zawarta makuvens kaksete bontek savi mazurens jorgo bamana kashens. Начнем с того, что мы приехали в Южную Осетию. Как тебе? Как мне как обычно, сейчас, конечно, какая-то атмосфера праздника подкрадывается к нам. Давай начнем с того, вообще, что такое кашт. Кашт – это народное игрище, очень сближало, сплочало народ. То есть раньше, конечно, в нем больше исполнялись ритуальные танцы, которые близки были и к религии, и к какому-то конкретному селу, обряды, традиции, то есть на нем исправляли. Сейчас, на сегодняшний день, кашт – это то, что может нас вот всех объединить. На севере Осетии, на юге Осетии, из России к нам приехали вот люди. То есть это та площадка, в которой творческие люди, люди культуры и искусства могут вот так объединяться и свои силы, и свои умения вот так соединять в одно, и из этого получается то, что мы увидим, наверное, великое. А я вот знаю, что танец симт, это единственный танец, где пары соприкасаются друг к другу. Да. А можно сказать, что вот во время этого танца сейчас можно познакомиться с девушкой? Или с парнем? И сейчас у нас есть такие, я могу, конечно, много примеров приводить. Есть распорядитель танцев, как вы знаете, Чехре, сегодня им буду я. Как это делается? Например, ты, Евгений, тебе понравилась какая-то девушка, стоящая напротив в ряду тех девушек, которые собираются сегодня танцевать. Ну, например. А ну-ка. Да, ты мне, если хочешь с ней в танце быть, очень тонко намекаешь, не мог бы ты вот меня с ней, например, вывести? И я тебя вывожу с ней танцевать. В процессе танца это твое мини-свидание. То есть успей деликатно как-то, чтобы ее братья, как мы знаем, с ножами стоящие здесь за кадром, чтобы они этого не увидели, чтобы главное с ней вот какие-то поверхностные моменты познакомиться, где как зовут, где живет. Это вот как быстрые свидания, да? Это да, это площадка для знакомств, а дальше это уже искусство, это уже дело техники. Как интересно.
Что, будем готовиться? Будем готовы. Я думаю, мы готовы. Не то, чтобы будем Ну тогда готовиться. ждем начала. Ждем. Iuna khosher mashtar jagznan. Gatsal tshkadar yu fakutun. Kodozan sozan. Mama trinkfande. Samay habon mana khushari rishton se qosto. Wi zawj qawe qoshte. In lagdar kunna wa hawi ma trinkfande. Ma wi rawazan mashtar wi khoshay. Wi pat khoshaydar. Ayrıştın ahım başta dunil kamil Hoğuz vartan artan budurma farn haşın Kudar adam şarına malcını kafta majarın mahusavay haycın Jnaktın ıhma fidar lavın Kudar adam şarına malcını kafta majarın mahusavay haycın Jnaktın ıhma fidar lavın Amon de khashish amon Navarjon khazar nayrishto Pironach dalaydi gur barday Balar matahka kudar jarday Piralin sarran nayrishto Спрашивали, что нового я увидел в Южной Осетии. А я отвечу, будто бы и не уезжал из дома. Все как по ту сторону хребта. Такая же невероятная красивая природа, вкусная кухня, доброжелательные люди, которых объединяет любовь к своей культуре и народу. Для меня это один дружный народ, который говорит на одном языке. И это язык танца. Немало битва за родину, мало, немало на земле. Но время пришло, наше время настало, веди нас вперед везде. Счастливого миру, струги, порой, красивых и добрых людей. Верь в себя и пойдем за тобой, Цхинвал, это наша земля, Цхинвал, защитим мы тебя, Цхинвал. Мы не отдадим ни метра земли осетин. Цхинвал, это наша земля, Цхинвал, защитим мы тебя, Цхинвал. Знай, мы не отдадим ни метра земли осетин. Цхинвал, это наша земля, Цхинвал, защитим мы тебя, Цхинвал. Знай, мы не отдадим ни метра земли осетин. Ну что, Арсен, спасибо тебе большое за то, что ты вообще сопроводил меня по этому нелегкому пути. И вот, знаешь, я хочу тебе задать вопрос. Для чего вообще нужно изучать национальные танцы? Прежде всего, конечно же, это сохранение культурного наследия, которое дошло до нас от наших старших. А в идеале это его приумножение и адаптация к современному миру, к сегодняшнему дню. Если мерить сегодняшним днем,
Я думаю, в лице танцевального искусства мы будем говорить за все культурные направления. Это и музыкальное направление, это может быть художественное направление, песенный, вокал, все дела. Конечно, культура – это элемент воспитания. И этим элементом культура была абсолютно всегда. Сегодня человек, который занимается национальным искусством, он, в принципе, выделяется среди другой молодежи, он намного сильнее чувствует свою национальную принадлежность, он чувствует ответственность перед своим народом, и его национальное самосознание намного выше, чем у остальных людей. В последнее время меня очень сильно радует, что все больше и больше людей, не только молодых, но и взрослого поколения, начинают на свое национальное обращать внимание. Как я знаю, ты тоже был в ансамбле, скажем так, в коллективе, где тебя обучали танцам. И, наверное, ты там видел, что уже взрослое поколение, которое в свое время тоже упустило шанс заниматься танцами, научиться танцевать, они сейчас тоже начали наверстывать вот это все. Поэтому это очень сильно радует, и, наверное, девизом последних нескольких лет являются слова великой Людмилы Головановой: «Для малочисленной нации, коей мы являемся, духовная и религиозная разобщенность равна национальной катастрофе». Я некомпетентен в экономических вопросах, и когда все сегодня говорят о мировом финансовом кризисе, меня волнует другой кризис, духовный кризис нашей нации. Если мы хотим сохраниться как нация, нам нужно объединиться и всем вместе общими силами, извлекая уроки прошлого, устраняя недоработки, двигаться в будущее. В мудрость своего народа я, конечно же, верю. Так, наверное, я вот этими словами и подытожу, что национальными танцами, национальным искусством и культурой, в принципе, нужно заниматься для того, чтобы максимально ощущать свою принадлежность к своему народу. Золотые слова, на самом деле, прям, знаешь, они на самом деле звучат как действительно как призыв действия. И я уверен, то, что ты делаешь, и то, что ты несешь в массы, у тебя все получится. Спасибо. И у меня есть такая традиция. В конце моей передачи мы делаем фотографию на Polaroid. Делаем фотографию, и я вклеиваю в дневник, в свой дневник путешественника на долгую-долгую память. Дорогой дневник, сегодня я услышал стук. Непростой стук. Я до конца не мог понять, что это. Стук колес трамвая, идущего по проспекту, или стук мяча на баскетбольном поле. Но нет, это стук сердца. Сердце каждого осетина, начинающего свой танец. Танец — это язык души. В каждом шаге рождается уважение, гордость и честь. Ведь житель республики и танец — это что-то одно целое, неразделимое и живущее в одном ритме. Друзья, сегодня исполнилась моя маленькая мечта. Я начал танцевать. Для меня танец — это не просто действие. Это сохранение своей культуры. Книгу можно переписать, картина может выцвести, но танец, он неизменный. И переехав сюда, в Осетию, я увидел, что для осетин танец — это что-то нечто большее.
Вот скажите, что для вас национальные танцы? Жизнь. Во-первых, я занимаюсь ими, потому что мне очень нравится. Танец — это смысл жизни. Ну, просто нравится, и все. Просто нравится? Да. Ну, это, скорее всего, призвание. Всю жизнь этим занимаемся, знаем в этом толк. Наверное, это самое лучшее, что мы умеем. Потому что мне это нравится, и я хочу научиться остинским танцам. Танцы — это не просто искусство, а образ жизни, поведения и преподношение культуры своего народа и республики. Чтобы танцевать на свадьбах. Это способ выражения чувств, эмоций наших предков, и мы должны чтить это. Чтобы помнить наших предков, как и чем они занимались. Вот есть внутренний мир человека, вот духовный мир человека. Вот вместо тысячи слов национальные танцы отображают и раскрывают. Меня, когда мама в первый раз отдала, я не хотела танцевать. А вот я, когда начал 2 года ходить, мне очень понравилось, я ходить на танцы начал. Мы отсняли 3-й выпуск. Арсен, повернитесь. Это что? Это бэкстейдж